Здравствуйте, уважаемые гости канала Эхо Якутии, а меня зовут Слепцов Сергей. Сегодняшний наш выпуск будет посвящен Якутскому пехотному полку, замечательному подразделению Российской императорской армии, участвовавшему во множестве войн 19-го, начала 20 века. Вообще множество различных историй, не всегда правдивых, связанных с этим военным подразделением. Вначале вообще надо сказать о его названии. В Российской империи, начиная со времен Петра I, было принято называть воинские подразделения в честь различных областей или городов нашей страны. Это просто была такая воинская традиция. Многие думают, что военные подразделения, полки были как-то связаны с городами, в честь которых они были названы. Но очень редко такое действительно было. Все знают Преображенские, Семеновские полки, знаменитые полки гвардии, образованные в одноименных селах. Но большинство российских полков никак на самом деле не были связаны с городами, в честь которых они были названы. Просто была такая воинская традиция. То же самое было и с Якутским пехотным полком. То есть мы не можем сказать, у нас нет таких данных, что в этом подразделении служили уроженцы Якутии. Просто не было у Российской империи в то время подобных мощностей снабжать рекрутами полки, тем более из Якутии, которая была очень малонаселенная, а мы знаем, что инородческое население, как тогда называли население Сибири, в том числе якуты, они в российскую армию не призывались. Но для истории и для Якутии самой просто интересен такой вот исторический факт. В честь нашего города был назван полк российской армии. Основан он был, правда, не в 18 веке, а в начале 19 века. В 1806 году было создано на основе Селенгинского полка 3 батальона мушкетеров. Да, господа, жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений, Как тогда называли солдат. И был создан сначала Якутский мушкетерский полк, а потом в 1811 году он был переименован в Якутский пехотный полк. И под таким названием он, собственно, вошел в историю. Вообще, надо сказать, что начало 19 века было очень трудным для российской армии, поскольку именно в это время начинались знаменитые наполеоновские войны. И российское правительство, российский император Александр I столкнулся с проблемой того, что армия 18 века, которая ему досталась как бы в наследство, уже не удовлетворяет потребности войны. Полков было меньше, чем требовалось, и поэтому в начале 19 века было создано несколько десятков полков, в число которых и вошел Якутский полк. В 1806 году он был создан, и правда, надо сказать, что первоначально в наполеоновских войнах он не участвовал, а Якутский полк отправился на войну с Турцией. Тоже, опять же, мало кто знает, вот наполеоновские войны, все остальные войны Российской империи как бы заслонили, но вот в 1800-х годах шла на самом деле еще русско-турецкая война. Именно туда, на Дунай, отправился вот новоиспеченный такой полк под названием Якутский, и сразу же он принял участие в знаменитых сражениях. Кстати говоря, вот этой вот Дунайской армией российской командовал, опять же, небезызвестный Михаил Илларионович Кутузов, тогда еще не фельдмаршал, а генерал. И вот под его командованием российская Дунайская армия нанесла туркам поражение под крепостью Рущук. И там Якутский полк участие принимал. И находился там вот в 1809, 10, 11 и начале 12 годов. А в 1812 году, как известно, началась Отечественная война 1812 года, когда Великая армия Наполеона вторглась в пределы Российской империи, дошла до Москвы, было сражение при Бородино, все знают. И вот очень важный момент, опять же, если просто сделать поисковой запрос в интернете сейчас Якутский полк, то, скорее всего, ищущему выпадет цитата, на самом деле печально известная благодаря интернету, которая была повторена во многих даже научно-популярных изданиях и, к большому сожалению, даже в учебных пособиях. Вот, например, такое вот учебное пособие «История Якутии» для школ. И прямо отсюда я хочу зачитать эту цитату. Интересно, что в Отечественной войне 12 года принимал участие Якутский пехотный полк. Этот полк входил в состав 2-й западной армии под командованием Багратиона. В Бородинской битве полк защищал знаменитые багратионовские флеши. И прямо приведен фрагмент
якобы документа. Из наградного списка воинов Якутского пехотного полка штабс-капитан Абраменко, поручик Широбоков, Андреевский, прапорщик Чарников по повелению его сиятельства главнокомандующего 2-й западной армии князя Багратиона были прикомандированы к полку князя Кастриотти, с которым, бросаясь с отменным мужеством и храбростью на неприятеля, который окружил переднюю флеш на левом фланге, отразив оного, привел к бегству пехоту и заняли флеш. После сей атаки были оставлены по повелению генерал-майора Дорохова на подкрепление кирасирской дивизии и вторично ходили в атаку на кавалерию неприятеля и опрокинули оную. Вообще, прочитав такую цитату, кажется, что вот данные о том, что якутский полк был в битве при Бородино, очевидны. Вот приводятся имена и командующих, и офицеров полка. Правда, вот не совсем понятно, кто такой князь Кастриотти и почему якутский пехотный полк ходил в атаку на кавалерию. Вот тут прям так в цитате и написано. Для данной проверки у нас есть вот такая вот книга, называется, которая «Подвиги офицеров и солдат русской армии в сражении при Бородине». И здесь вот по поиску, имен можно вполне найти вот тех самых офицеров, которые вроде как служили в якутском полку. И здесь вот мы видим цитату. «По повелению его сиятельства главнокомандующего 2-й западной армии князя Багратиона были прикомандированы с 2 эскадронами в команду Ахтырского гусарского полка майора князя Кастриотти, с которым, бросаясь с отменным мужеством, и так далее, и так далее, поручики Широбоков, Козловский, Андреевский, Чариков». То есть вот та же самая цитата. Но дело в том, что здесь вот ссылка на архивный фонд, и мы читаем название этого документа, а заглавлен он «Список офицеров Черниговского драгунского полка, отличившихся в сражении 26 августа». То есть мы видим прямо таки исторический подлог в данном случае. И как бы в недоумении, где же вообще был якутский пехотный полк в Отечественной войне 12 года? Принимал ли он в ней участие? На самом деле принимал. Опять же, вот есть такая вот совсем маленькая книжечка. Это на самом деле репринтное издание. Дело в том, что у офицеров различных полков в Российской императорской армии было принято писать полковые истории. И вот в конце 19 века офицеры якутского пехотного полка такую вот историю написали. Точнее, они начали ее писать, но не закончили, к сожалению. Вот поэтому это не история якутского пехотного полка называется, а материалы к истории. И здесь нам нужно посмотреть, что же они пишут про Отечественную войну 12 года. Здесь написано: в Отечественную войну 12 года якутский пехотный полк находился в составе 3-й запасной армии, бывшей под начальством генерала от кавалерии Тармасова, а затем состоял в армии адмирала Чичагова. Опять же, все, кто читал что-то о Отечественной войне 12 года, все знают о Багратионе, Барклае де Толле, которые командовали 1-й и 2-й русскими армиями, о главнокомандующем Кутузове, но все забывают о том, что была еще 3-я армия, командовал которой генерал Тармасов, и который не отступал к Москве, а находился практически все время на территории современной Белоруссии. Тогда это была часть Российской империи, и он действовал как бы в тылах и на коммуникациях армии Наполеона. Опять же, между прочим, мало кто знает, что именно армия Тармасова впервые за Отечественную войну 12 года нанесла поражение, одну из первых побед русского оружия в Отечественной войне при таком маленьком селении в Белоруссии, которое называется Кобрин, сражение при Кобрине. И надо сказать, что именно вот якутский пехотный полк, входя в армию Тармасова, в этом сражении принимал участие. В Бородине он, конечно, никак не мог быть, но зато поучаствовал вот в таком вот важном сражении, сейчас как бы забытом, но в 2012 году оно было важно в первую очередь с психологической точки зрения, потому что впервые вот одному из подразделений Великой армии Наполеона, а точнее саксонскому корпусу под командованием французского генерала Ренье, было нанесено поражение. И еще одном сражении, важнейшем для войны 12 года, принял участие якутский пехотный полк. Он принял участие в сражении при Березине, которое произошло уже в октябре 12 года при отступлении французов, точнее, можно сказать, при бегстве французов из пределов России, где вот чуть-чуть Наполеон в плен не попал, и где большая часть его армии сдалась кружившей российской армии под командованием генералов Чичагова, собственно, Кутузова и Витгенштейна.
Затем Якутский пехотный полк принял участие в заграничном походе российской армии в Европу, в освободительном походе, который закончился в городе Париже в 1813-14 годах. Там было огромное количество сражений, ну, тоже не настолько неизвестны, как там Бородино в какой-то степени, хотя было сражение в 1813 году под Лейпцигом, так называемая битва народов, где практически вся Европа сражалась, поделенная как бы надвое. С одной стороны Россия и ее союзники Австрия и Пруссия, а с другой стороны Наполеон и его союзники. Наполеон в этом сражении потерпел, опять же, поражение, и опять же Якутский пехотный полк в этом сражении принимал непосредственное участие. А потом он принял участие и в сражении у Парижа, и в триумфальном вступлении в Париж русской армии в 1814 году. Ну, к сожалению, подробностей мы не знаем, потому что вот в этих материалах подробно эта вся история не описана, поскольку произошла, для историков в какой-то степени трагедия, поскольку в 1816 году, когда Якутский полк был на постое в Польше, журнал боевых действий полка сгорел. Это была частая история, пожары, и эта документация за 1812-14 года, к сожалению, утрачена для историков. Тут только указано название сражений, в котором Якутский пехотный полк был в наполеоновских войнах, и все. Правда, довольно подробно рассказывается заключительный этап наполеоновских войн. Сколько, опять же, мы знаем перипетии этих событий, что Наполеон сначала был сослан на остров Эльбу, потом вернулся, были знаменитые 100 дней Наполеона, потом сражение при Ватерлоо, куда российская армия не успела, а потом была оккупация Франции. Франция была поделена на оккупационные зоны, и армии союзников, то есть Англии, России, Австрии, Пруссии и еще каких-то более мелких стран заняли разные части Франции, в том числе российский оккупационный корпус под командованием генерала Воронцова, тоже находился во Франции до 1819 года. И опять же в этом оккупационном корпусе находился Якутский пехотный полк. Стоял там, а потом в 1819 году оккупация Франции закончилась, была восстановлена династия Бурбонов, и российские войска морем вернулись через Балтийское море в Санкт-Петербург. Можно задаться вопросом, а какое отношение город Якутск в начале 19 века имел к Якутскому пехотному полку? Можно было бы предположить, что какие-то уроженцы Якутии могли там служить. Если не в Якутском полку, то, может быть, в каких-то других подразделениях российской армии. Но это сильно вряд ли на самом деле. Как известно, российская армия в 18-19 веке комплектовалась рекрутскими наборами. Что это значит? Это значит, что с нескольких крестьянских или мещанских хозяйств должен был выставляться один рекрут, то есть солдат. Именно в начале 19 века рекрутские наборы были очень большими. Российская армия в том числе и терпела поражение, были большие потери, и не обязательно на полях сражений, но и от болезней различных на маршах и так далее. Одна война 1612 года, сколько там погибло не только в сражениях, но и от холода и голода. Российская армия тоже от холода страдала, не только французы. Поэтому этих рекрутских наборов было очень много, но именно в наполеоновское время Александр I ограничил рекрутские наборы в Сибири. Почему он это сделал? Да потому что Сибирь была очень малонаселенная. И если бы отсюда черпали, в том числе из Якутии, черпали рекрутов, то очень скоро население, по крайней мере городского и крестьянского, в Якутии бы просто не оказалось. Можем посчитать примерно, пехотный полк в начале 19 века это 1500 человек примерно. По подсчетам историков, полки меняли свой состав за время наполеоновских войн с 1805 по 1815 год, за 10 лет, 4 раза в среднем. Плюс-минус. То есть, если бы Якутский пехотный полк комплектовался местными рекрутами, получалось, что надо было 6000 человек как минимум отсюда призвать. Мы вспомним, что население города Якутска в начале 19 века где-то 1006 и составляло примерно. То есть, чтобы комплектовать полк, надо было
все население города отправить на войну. Но это, к сожалению, точнее, к счастью, этого не было, конечно. Вот сибирские губернии были освобождены от рекрутских наборов. Но лично мне, как историку, достаточно того, что вот было такое подразделение с названием города Якутска, Якутский полк, который вот во всех вот этих вот важнейших исторических событиях принимал участие. Есть еще один интересный вопрос. Вообще, знали ли жители Якутии о том, что Якутский полк вообще существовал? Должен сказать, что тоже сильно вряд ли они об этом слышали, потому что средства массовой информации были не развиты. Еще в то время в Якутии никаких газет не издавалось. Российские газеты сюда поступали с очень сильным запозданием. Насколько я помню, о начале Отечественной войны 1812 года в Якутске узнали только в сентябре. То есть началась она в июне, а в Якутске узнали о том, что мы воюем с Наполеоном в сентябре только 1612 года. Да ты шо? И о том, что вообще есть такой полк с названием Якутский. Сколько я понимаю, жители Якутска узнали только в начале 20 века, так, по большому счету. Потому что вот как раз тогда, в начале 20 века, уже средства массовой информации и газеты более были развиты. И вот в этих газетах прочитали о том, что вот в Первой мировой войне принимают участие Якутский полк. И завязалась переписка между руководством города и офицерами полка. Потому что, опять же, вот офицеры полка не знали в начале 20 века вообще, что за город такой Якутск. Ну, они знали, что город Якутск есть, вот у нас полк так называется, но о том, что это за город вообще, как он выглядит, кто там живет, они не знали. И поэтому было специальное письмо в городскую думу о том, что пришлите, пожалуйста, хотя бы фотографии вашего города. Ну, говорю, это все было только в начале 20 века. Кстати, вспоминая еще о Отечественной войне 12 года и городе Якутске, надо сказать, что спустя 100 лет, в 1912 году, в городе Якутске, как ни странно, прошли большие празднования по случаю столетия Отечественной войны 12 года. И, скажем, вот в Якутском музее имени Ярославского сохранилось несколько фотографий этих празднований. Вот, значит, там торжественный молебен на Соборной площади и шествие праздничное, во главе которого шли губернатор Крафт и городской голова Юшманов с портретами царя и героев Отечественной войны 12 года. Все это, конечно, очень интересно посмотреть. Но на этом славная военная история Якутского пехотного полка не закончилась. Было дальше множество войн в 19 веке и несколько русско-турецких войн, и какая-то в степени печальная и славная Крымская война, и во всех обязательно этих войнах Якутский пехотный полк принимал участие. Но об этом мы расскажем чуть позднее в наших следующих выпусках. А пока спасибо за внимание. На этом все.